Прямо в яблочко. 8-летний Ахмед Сичуев решительно бросает вызов своим соперникам. Мальчик долго тренировался, прежде чем взять в руки лук и стрелы. Интерес родился благодаря родным. Его отец и старшие братья давно увлекаются этим видом спорта. Точностью попадания отличилась и юная ингушская амазонка. 11-летняя Хава Евлоева раньше участвовала в подобном турнире, правда тогда заняла 3-е место. Сейчас девочка учла прежние ошибки и настроена только на победу. 10 подходов по 3 выстрела. Победит та команда, которая наберет максимальное количество баллов. Тренер отмечает в юных спортсменах задатки будущих чемпионов. Ребята, они новички, так скажем, так как это школьный турнир, это школьный чемпионат. Поэтому здесь участвует много новичков, ребята, которые занимаются всего лишь несколько месяцев. Ну и результат соответствующий. Ну, таких грубых ошибок я не вижу, но понятное дело, что за техникой надо следить и развивать стрельбу из лука. Инициатор республиканских соревнований по стрельбе из лука Минобр Ингушетии. Все это в рамках работы системы дополнительного образования. Участвуют все школы. Главный трофей – Кубок министра образования и науки республики. Он будет переходящим. Самое главное, этот вид спорта позволяет формировать детям целевые установки. Когда человек концентрируется на определенной мишени, это формирует у него способность концентрироваться на более важных жизненных целях, связанных с его профессиональной ориентацией, связанных с личностным ростом. И мне кажется, что этот вид спорта очень перспективен, и он лежит в древней коре головного мозга нашего народа, потому что это то, чем занимались наши отцы. И мне кажется, что вот это мероприятие, оно должно быть постоянным. Несмотря на то, что стрельба из лука является относительно молодым видом спорта для Ингушетии, он успешно развивается в республике. Мы уже на выездных соревнованиях занимаем призовые места. Ставропольский край является лидером, одним из лидеров развития стрельбы из лука. Мы умудряемся на их турнирах, на их соревнованиях занимать достойные места. Турнир планируют сделать ежегодным. Отличившиеся команды получат дипломы и ценные призы. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.